Сегодня, 5 декабря, состоится первая международная мультидисциплинарная конференция «Образы Арктики». Конференция организована в формате партнерства организаций высшего образования, бизнеса и местных сообществ в рамках международной триеннале «Арктический хронотоп-2018», проводимой с 5 по 10 декабря этого года. И сегодня в связи с этим у нас гостят следующие гости, да. Анна Григорьевна Петрова, зав. Кафедрой дизайна и декоративно-прикладного искусства народов Арктики, АГИКИ, кандидат технических наук, руководитель проекта. И Евгения Баракина, художник из Бельгии. Доброе утро, уважаемые гости. Анна, ну расскажите, проект данный реализуется впервые, да? Насколько нам... Да, вот арктический хронотоп, идея этого проекта связана с активизацией интереса к Арктике, в частности, вот к той области, которая относится к искусству, к дизайну, к науке, к технике. И традиционно такие форматы выставочных мероприятий, как биеннале и триеннале, якутяне хорошо знают. Это формат международных проектов, которые объединяют разные направления в области искусства и науки. И в декабре 2018 года арктический хронотоп начинает свою работу. И триеннале – это форма выставок и фестивалей, можно сказать, да, она организуется каждые 3 года. Ну, биеннале каждые 2 года, триеннале каждые 3 года. Вот. За 3 года успевает все-таки накопиться определенный опыт, формируются определенные силы, которые можно, привлекая гостей и международное сообщество, организовывать подобные выставочные мероприятия. Ну что нас ждет на триеннале «Арктический хронотоп» на этот раз? Программа очень насыщенная, она включает различные форматы. Это и выставочные пространства, где мы можем видеть объекты современного искусства и дизайна. Также это различные форумы съездов, конференций. Вот сегодня открываются «Образы Арктики». Очень интересная междисциплинарная конференция, первая, поскольку связана она с продвижением арктических образов в мире. То есть это брендинг в области арктического дизайна, это и арктические образы, которые известны в мире, и проблемы, связанные с формированием этих образов, ну и различные вопросы, которые связаны вот с продвижением Арктики. А кого ожидать на конференции? На конференции принимают различные институты. Это и партнеры из Варшавы, из Польши, Франции, Бельгии, и наши образовательные учреждения. Ну и, конечно же, это Арктический институт, главный форпост арктических идей в нашем регионе, институт, в котором и формируются вот эти образы Арктики. Ну, Евгения у нас в качестве гостя, да, на конференции или на триеннале? На триеннале. На триеннале. Да. Вы приехали со своими работами. Да, я приехала со своим Расскажите, проектом. что за работы вы привезли в Якутию и имеются ли в ней образы Арктики? Образы Арктики имеются, потому что я родилась и выросла здесь, в Якутии. Живу и работаю в Бельгии. И, соответственно, моей задачей было именно создать такой пункт коннекта между Европой и Арктикой, чтобы показать, как можно совместить современное искусство с искусством Арктики, с традиционным искусством. И, соответственно, точно так же я хотела бы продолжить это делать и в Европе, чтобы показать искусство Арктики Всю в Европе. красоту, да? Да. Ну, да. что за работы, в каком количестве? Ну, можем это увидеть? больше даже инсталляционные работы, чем живопись.
Это совмещение различных форм, как традиционная реалистическая живопись, но она совмещена с диджитальной проекцией. Вот, потом, Модерн, да? Да. Проектируются различные образы. И потом голограмма с флуоресцентными красками. И еще многослойная графика и живопись, где как бы Достаточно сквозь обширно. у меня образ спящего человека, это образ Арктики, сквозь нее проходят различные события, и эти события просвечиваются в слоях, Как интересно. как будто это лед, как будто это прозрачный лед. А где это можно увидеть? Где эти работы все можно увидеть? Да, посмотреть? сегодня Да. состоится уже как Да, сегодня состоится открытие триеннале, официальное открытие. В 4 часа мы вас всех приглашаем всех якутян, гостей города, жителей города. И в рамках вот открытия вот триеннале вчера был очень интересный перформанс, который сделали наши французские друзья, которые тоже занимаются арктической темой в течение очень длительного времени. Перформанс был связан с соединением вот как бы французского ощущения с арктическим льдом. То есть это очень интересный перформанс, который, ну, сочетает в себе вот дружбу двух вот таких очень удаленных друг от друга мест, да, Арктики и Европы. А сегодня будет гастрономический перформанс, который связан с культурой, с пищевой культурой народов Арктики. Но возможность посмотреть работы есть только сегодня, да? Или Нет, в несколько течение дней нескольких в дней выставка будет Арктическом работать, институте? вход свободный, можно посещать. Спасибо. Мы приглашаем всех наших телезрителей Конечно. присоединиться к искусству. Ну а мы с вами прощаемся, увидимся завтра.